А где Нелли порядок ведения? Где у меня порядок ведения? Ну что так? Хайырлы күн, hürmetli Devlet Совета депутатлары, бүгінгі отырышта қатынашучылар. Добрый день, уважаемые коллеги, участники очередного заседания Государственного Совета. Прошу вас установить и проверить установку жетонов для регистрации. Проверьте, пожалуйста. Объявляется режим регистрации. Прошу зарегистрироваться. Кворум имеется. 13-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан 6-го созыва объявляется открытым. На 13-е заседание Государственного Совета приглашены и принимают участие президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан, исполняющий обязанности премьер-министра Республики, заместители премьер-министра и министра Республики Татарстан, председатель Конституционного суда, председатель Верховного суда, председатель арбитражного суда, прокурор Республики Татарстан, главный федеральный инспектор по Республике Татарстан, председатель Центральной избирательной комиссии, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Республики Татарстан, председатель Общественной палаты, председатель Совета муниципальных образований, ряд руководителей федеральных структур на территории Татарстана, а также ответственные работники аппаратов президента, Государственного Совета и правительства нашей республики. На заседании присутствует сенатор Совета Федерации
представители от исполнительного органа государственной власти республики и депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Работу заседания освещает журналист, аккредитованный при Государственном Совете. Уважаемые депутаты, до начала работы по повестке дня разрешите представить вновь избранного депутата Государственного Совета, одержавшего победу на выборах депутата Государственного Совета Республики 6-го созыва по Елабужскому одномандатному избирательному округу номер 37, Тимур Наилевич Шагивалеев. Давайте поприветствуем его и поздравим, пожелаем успешной работы. Также я должен объявить о том, что и до выборов в Государственную Думу прошли успешно, подавляющим большинством голосов избран Морозов Олег Викторович. Но он сейчас вылетел в Москву, но это тоже, значит, событие, которое надо бы отметить на сегодняшнем заседании. Указом президента Республики Татарстан, сенатором Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, представителем от исполнительного органа государственной власти республики назначен Сафин Ленар Ринатович. Давайте его тоже поздравим. Пожелаем больших успехов на новой ответственной работе. Быть активным. Сегодня день рождения у исполняющего обязанности председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Габдрахмановой Гульнара Закариевна. Она тоже среди нас. Поздравляем Гульнару Закариевну, желаем здоровья, дальнейших успехов в работе. На повестке дня, который у вас роздан, два вопроса в повестке дня об утверждении кандидатуры премьер-министра Республики Татарстан и второй вопрос о согласовании предложений президента о назначении заместителей премьер-министра нашей республики. До этого прошли заседания комитетов Государственного Совета. Все эти вопросы рассмотрены на всех комитетах Государственного Совета. Решения получены. Ставлю на голосование вопрос об утверждении повестки дня. Кто за? Принимается. Приступаем к рассмотрению вопросов повестки дня. Как я уже сказал, на заседаниях этот комитет был рассмотрен. Решение принято, сейчас об этом доложат. И, уважаемые коллеги, поздравляю нашего президента Рустама Нургалиевича с его избранием и инаугурацией, вступлением в должность президента Республики Татарстан, представить ему слово для представления кандидатуры премьер-министра Республики Татарстан. Пожалуйста, Рустам Нургалиевич. Хайырлы күн исәмсез, хөрмәтле Дәүләт Советы депутаттары, уважаемые депутаты Государственного Совета Республики, уважаемые приглашенные. Прежде всего, чем представить премьер-министра, хотел бы поблагодарить каждого из вас за нашу совместную работу в прошлый срок и пожелать нам хорошо работать и дальше. Поэтому слова благодарности за поддержку. И сенсаулығыз, үз яқшылығыз, өздеріңізге ұнатып айтыңыз. В соответствии со статьей 94 Конституции Республики Татарстан представляю кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича для утверждения на должность премьер-министра Республики Татарстан. Алексей Валерьевич знает как эффективного руководителя и успешного политика, который обладает разносторонним управленческим опытом. В кабинете министров Алексей Валерьевич начал свою деятельность с 2014 года. В начале должности первого заместителя, а потом уже премьер-министра. Сегодня правительство конструктивно взаимодействует со всеми органами власти, в том числе Государственным Советом нашей республики. Уверенно решает стоящие перед республикой задачи. Ежегодно в полном объеме выполняются социальные обязательства, обеспечиваются высокие показатели экономического развития, сохраняется позиция республики в первой десятке регионов нашей страны.
Правительством проводится большая работа в рамках реализации республиканских программ и национальных проектов. В сложной обстановке распространения коронавирусной инфекции Кабинетом министров принимаются взвешенные решения с сохранением баланса между проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий и экономической стабильности в республике. Это требует мобилизации всех доступных ресурсов, консолидации усилий и повышения уровня ответственности власти за принимаемые решения. Определенный результат уже достигнут, но сделать нужно еще очень много. Уверен, целеустремленность, политическая дальновидность и опыт Алексея Валерьевича будут залогом дальнейшей эффективной работы Кабинета министров на благо нашей республики. Уважаемые депутаты, хурматлы депутатлар, прошу вас утвердить кандидатуру Песошина Алексея Валерьевича на должность премьер-министра Республики Татарстан. Ихтибарыгыз үшін рахмат. Спасибо за внимание. Спасибо, Рустам Нургалиевич. У вас вопрос, что ли? Что вы включили микрофон? Выступление? Выступление. Спасибо, Рустам Нургалиевич. Сейчас в соответствии со статьей 128 Регламента Государственного Совета слово представляется Алексею Валерьевичу Песошину. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемый Ментимир Шарипович, Фарид Хайрулович, уважаемые депутаты Государственного Совета и приглашенные, позвольте поблагодарить вас, Рустам Нургалиевич, за то высокое доверие, которое вы оказываете мне, внося мою кандидатуру на должность премьер-министра Республики Татарстан. Для меня это честь и огромная ответственность. Задана высокая планка по многим показателям, и предстоит серьезная работа по обеспечению дальнейшего устойчивого социально-экономического развития республики и повышению качества жизни татарстанцев, особенно в текущих условиях. Каждый присутствующий здесь прекрасно понимает, с какими новыми вызовами столкнулся мир в этом году. Вынужденные режимы жестких ограничений в части самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, приостановка деятельности целых секторов экономики и отдельных предприятий с нарушением схем поставок сырья и товаров, безусловно, не могли не отразиться на темпах развития республики. Для недопущения резкого спада в экономике, сохранения уровня жизни татарстанцев совместно с федеральным центром реализованы комплексные меры стабилизации ситуации в реальном секторе, малом и среднем бизнесе и поддержки населения. Это и налоговые льготы, и субсидирование затрат, и повышение размеров пособий, представление льготных займов, реструктуризация кредитов и многое другое. Все это позволило сохранить производство и рабочие места, избежав значительного падения индекса промышленного производства и темпов строительства. Вместе с этим мы наблюдаем сокращение в таких системообразующих отраслях экономики республики, как нефтедобыча, в том числе за счет ограничений по соглашению ОПЕК+, в химическом производстве в связи с падением общемирового спроса, в машиностроении из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек, в энергетике. Общее падение ВРП республики за 7 месяцев составило 1,5%. По имеющимся прогнозам, в текущем году падение валового внутреннего продукта в целом по стране можно достигнуть 3,9%. На заседании правительства республики 11 сентября были рассмотрены прогнозы социально-экономического развития и консолидированного бюджета Республики Татарстан до 2023 года. В рамках запланированных на 2021 год экономических параметров стоят непростые задачи по росту ВРП на уровне 103,9%, индекса промышленного производства 105,2%, инвестиций в основной капитал на уровне 104,5%. Безусловно, сегодня необходимо сохранить экономический потенциал республики, но более важно его приумножить. Для реализации таких планов потребуется дальнейшая консолидация усилий органов власти и бизнеса по стабилизации и развитию промышленности, созданию высокотехнологичных производств и новых рабочих мест. Я напомню, что в стратегии 2030 поставлена задача
превысить объем ВРП республики в 5 триллионов рублей к 2030 году. Для этого крупнейшие предприятия Татарстана по добыче и переработке нефти и газа, авиастроению, автомобилестроению, судостроению, энергетике, по производству полимеров, широкого спектра продуктов химического синтеза продолжают реализацию инвестиционных проектов. Не исчерпан потенциал особых экономических зон Алабуга и Иннополис, 5 территорий опережающих социально-экономического развития и 100 промышленных площадок и промпарков, включая Камский индустриальный парк «Мастер» и Технополис «Химград», обеспечивающих привлекательные экономические условия для отечественных и зарубежных партнеров. Я напомню, что Татарстан входит в 5 регионов-лидеров по основным макроэкономическим показателям. Это результат работы всех поколений татарстанцев. Нужно сохранить этот тренд и продолжить поиск новых точек роста. Только такой подход позволит Татарстану оставаться одним из лидеров в стране. В бюджетной сфере с учетом текущих тенденций первоочередными задачами является мобилизация доходов в запланированном объеме, безусловное финансирование первоочередных социально значимых и текущих расходов, а их доля в бюджетном прогнозе составляет порядка 77%. Также необходимо обеспечить жесткую финансовую дисциплину и эффективность исполнения бюджета, продолжив оптимизационные мероприятия, чтобы за те же средства получать максимальный эффект. Главным приоритетом в Татарстане всегда являлась и должна оставаться забота о комфорте и благополучии каждого жителя республики, вне зависимости от места его проживания в городе или селе. Везде должны быть равные возможности и высокое качество жизни. На это нацелены национальные проекты и республиканские программы, в том числе по капитальному ремонту и строительству объектов здравоохранения, школ, сельских клубов, лагерей, проекты развития общественных пространств, парков и скверов, проект «Наш двор» и многие другие. О ходе реализации данных программ буквально недавно, в марте этого года, в этом зале заслушался соответствующий отчет о деятельности исполнительных органов государственной власти республики. В последние годы был наработан механизм формирования программ с учетом мнения и пожеланий населения, но важно не просто строить объекты, но и наполнять их жизнью. Только в этом случае можно считать, что средства были эффективно и рационально израсходованы. Требуется постоянная инвентаризация программ, их актуализация, исходя из реальных потребностей и поступающих запросов от населения. Уважаемый Рустам Нугаевич, Фарид Харулович, уважаемые депутаты Государственного совета и приглашенные, в завершении своего выступления хочу заверить, что со своей стороны готов приложить все силы и опыт для работы в команде вместе с коллегами, депутатским корпусом, муниципальными образованиями для эффективного и слаженного выполнения задач, которые перед нами ставит президент Республики Татарстан для достижения благосостояния нашей республики. Надеюсь на вашу поддержку. Спасибо большое. Коллеги, спасибо. Можете присаживаться, Алексей Валерьевич. Мне доложили, что на комитетах были и вопросы, которые интересовали наших депутатов. Можно поаплодировать. На все были получены обоснованные ответы. Я представляю слово для содоклада председателю Комитета Государственного совета Хабибуллину Альберту Галимзяновичу. Hürmetli Prezident, hürmetli Devlet Sovet Reisi, hürmetli депутатлар, шақырылған қонақтар. Татарстан Республикасы Devlet Sovetінің барлық комитетлары бірлікте, Татарстан Республикасы Президентінің, Татарстан Республикасы Премьер-министрі вазифасына Алексей Валерьевич Песошин кандидатурасын раслау турындағы тақдимін қарадылар. Нәтижеде барлық комитетларда Давлет Советына Алексей Валерьевич Песошин кандидатурасын Татарстан Республикасы Премьер-министрі вазифасына расларға тақдим ете. Давлет Советі регламентінің 129 статьясы негізінде Премьер-министр кандидатурасын раслау турындағы мәселе, әгер Давлет Советі тауыш беруінің башқа тәртібін белгілемесе, яшырын тауыш беру білән хәл ителә. Хөрмәтле Фарид Харулович, комитетларның бүгінгісі ортақ отырышларында депутатлар фикірләшіп,
Премьер-министр кандидатурасын электрон тауыш беру системасын кулланып, ачык тауыш беру белән расларга тәкъдим итә һәм бу тәкъдимне сезнең карауга кертәбез. Регламент мондый мөмкинлек бирә. Әлеге тәкъдимне хуплавыгызны сорыйбыз. Рахмат. Присаживайтесь, пожалуйста, спасибо. Консолидированное мнение комитетов, который рассмотрел этот вопрос в повестке дня, и свое предложение они вынесли о том, чтобы утверждение кандидатуры премьер-министра провести открытым голосованием. Я думаю, надо его поддержать. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Принимается. Спасибо. Слово для выступления просит руководитель фракции КПРФ в Государственном совете депутат Миргалимов. Пожалуйста, Хафиз Гаязович. Уважаемые члены президиума, Фарид Харулович, уважаемые товарищи, депутаты, приглашенные, Рустам Нургалиевич, хотя он вышел, наверное, зайдет. Если бы я сегодня ничего не сказал, альтернативная наша фракция КПРФ, той фракции, которая здесь присутствует, я бы не понял бы себя и вы меня. Мы тоже фракция КПРФ в течение 5 лет принципиально, объективно, конструктивно, порой на спорах работали тем правительством, которое шло в отставку, которое сегодня формируется. У нашей партии тоже есть свои позиции по промышленной политике, о развитии сельхозтоваропроизводства, по фермерскому хозяйству, по машиностроению, по нефтехимии и нефтехимии, о развитии нефтяной промышленности. Это во-первых. Во-вторых, уважаемые товарищи, тогда, когда я баллотировался кандидатом на должность президента 5 лет тому назад, вот Рустам Нургалиевич здесь, он меня принял и взял те вопросы, проблемы, которые не ставятся порой муниципальной властью. Мы же понимаем, всем кажется, чтобы было хорошо. Те вопросы, которые касаются медицины, образования, решения социальных вопросов и многие-многие другие. В течение 5 лет из 43 вопросов почти 17 решены, а 12 – это объекты. Я не стану их перечислять, вы их прекрасно знаете. Буинск – баня. Черемшанский район – 12 километров асфальтированной дороги, благодаря Татнефти, внебюджетных средств. Сейчас строится деревня Каюка в Зеленодольском районе. 155-местный товарищ Тыгин, ДК культуры, а вы хотели 50. В Черемшанском районе офтальмология и другие вопросы. Это говорит о том, что тогда, когда и наша фракция, находя точки соприкосновения правительством, я благодарен Рустаму Нургалиевичу, хотя я здесь порой поднимаюсь, Фарид Харулович меня критикует, пока по протоколу попадем к президенту, уже время уходит. Я благодарен президенту, каждый раз принимает при всех, тогда, когда уже последняя инстанция гарант Конституции. В-четвертых, уважаемые товарищи, в ходе выборов мы получили многие обращения, заявления граждан. Правительство, которое сегодня формируется, и вице-премьеры, и министры, и другие ведомства тоже вы должны обратить внимание. Я не скажу о том, что министры не принимают, выслушивают, слушают, и по мере возможности или тактически, или стратегическим планированием, так или иначе, чаяния наших избирателей находят отражение. Как было сказано нашим председателем ЦК Геннадием Зюгановым, тогда, когда удержался премьер-министр товарищем Мишустиным, следующие слова. Мы, говорит, фракция КПРФ, отдаем должное той системе власти, в котором работают исполнительные органы. И наша часть программы, которая отражена в наших заявлениях 22 законов, должны найти отражение в работе правительства. Мы не делим наших избирателей свои, чужие,
или по партийным принадлежностям многонациональные, многоконфессиональные народы Республики Татарстан надеются о том, что Госсовет, депутаты Республики Татарстан и формирующее сегодня правительство будут работать в одной упряжке. Только тогда, когда мы работаем той системой, которая не нами выбрана, конечно, решает эти вопросы, она оставляет в себе большое внимание. Что касается коронавируса, уважаемые товарищи, она внесла работу коррективы страны в целом, Республики Татарстан, работа правительства, соответствующего министерства ведомства. В этом соотношении мы видим систематические упорные работы над борьбой с этим вирусом. Вирус капитализма, вирус социализма и коронавирус, они разные по сути. Я думаю, вирусы приходят, уходят, но законы, Конституция России, Конституция нашей Республики Татарстан должны работать во благо наших избирателей. Я думаю, правительство сделает выводы с той отчеты, которые у них были. Конечно, есть недостатки, об этом я не скажу. Они прекрасно об этом знают. И в социальных вопросах, в вопросах образования, и в вопросах здравоохранения. Кстати, Рустам Нургалиевич, заканчиваю свое выступление, я хочу акцентировать внимание депутатов и ваше. Республике нужен офтальмологический центр. Наши больные не должны ездить в Оренбург, не должны ездить в Чебоксары. Я думаю, в стратегическом планировании она должна найти отражение. Наша фракция перед сессией провела свои заседания, Рустам Нургалиевич. Мы будем поддерживать кандидатуру вице-премьера, премьер-министра Валерия Георгиевича. Это всех вице-премьеров. Считаем, потому что этот орган, механизм исполнительной власти, который должен выполнять все решения Госсовета, особенно по бюджетной политике. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. Коллеги, вновь избранный депутат Шаги-Валеев включился и просит слова. Первое заседание, на котором участвует, лишать его такой возможности не можем. Коротко, пожалуйста. Вам слово. Уважаемый Рустам Галиевич, уважаемый Фарид Харылович, вопрос к Алексею Валерьевичу. Какой ВРП будет у Республики Татарстан в 2025 году? Что будет? Алексей Валерьевич, вы поняли вопрос? Мы прогноз, конечно, сейчас обсуждали до 2023 года. Ну, как будет складываться ситуация на уровне 2,8, 3. Спасибо. Коллеги, достаточно? Я думаю, надо консолидированно... Микрофон включите, Рустам Нургалиевич. Я думаю, что если стабилизируется, не менее 3 триллионов, вот такую задачу ставить 25-й, не менее. Но все будет зависеть от многих факторов. Чтобы границы открыли, рынки открылись, стабилизация ОПЕК, плюс свою задачу выполнить. Вообще мы должны были побольше. Этот год нас немножко подсадил, поэтому не меньше 3. Вот такую задачу ставим. Коллеги, буду ставить на голосование подготовленный проект постановления Государственного совета об утверждении премьер-министром Республики Татарстан Алексея Валерьевича Песошина. Прошу проголосовать. Решение принято. Алексей Валерьевич, позвольте от имени Государственного совета сердечно вас поздравить с этим доверием и пожелать правительству больших успехов. А вам здоровья. Спасибо. Переходим к рассмотрению предложений о согласовании кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров нашего правительства. И хочу сообщить, что президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов внес в Государственный совет кандидатуры для согласования назначения на должность заместителя премьер-министра и поручил представить этих кандидатов Алексею Валерьевичу Песошину, вновь назначенному премьер-министру Республики Татарстан. Вам представляется слово.
Есть такое предложение, чтобы он не по каждой, мы будем голосовать персонально по каждой кандидатуре, так требует наш закон. Если бы он внес предложение по всем вице-премьерам в одном докладе, а потом персонально мы проголосовали за каждую кандидатуру, Алексей Валерьевич. Правильно? Пожалуйста. Уважаемые депутаты Государственного Совета, позвольте вначале кратко проинформировать вас, что в структуре исполнительных органов государственной власти и Кабинета министров Республики Татарстан в соответствии с указом президента произошли изменения. В структуре исполнительных органов государственной власти республики будет 18 министерств, 5 государственных комитетов и 9 иных республиканских органов исполнительной власти. Упразднен Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Его функции переданы Министерству экономики Республики Татарстан. Это позволит повысить эффективность мониторинга ситуации как в отраслях, так и в муниципальных образованиях республики для принятия оперативных управленческих решений. В составе Кабинета министров Республики Татарстан предусмотрено 9 должностей заместителей премьер-министра Республики Татарстан, в том числе 3 из них с совмещением должностей отраслевых министров Республики Татарстан. Статусом заместителя премьер-министра Республики Татарстан наделена должность министра экономики республики, при этом должность министра образования и науки сохраняется без статуса вице-премьера. Теперь позвольте перейти к представлению кандидатов. Коллеги, есть вопросы в этой части? Нет. Давайте тогда персонально, значит, будем по предложению Алексея Валерьевича рассматривать каждую кандидатуру. Пожалуйста. Уважаемые депутаты Государственного Совета и приглашенные, в соответствии с поручением президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, вношу на согласование Государственного Совета Республики Татарстан кандидатуру Нигматуллина Рустама Камильевича на должность первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан. В непосредственной обязанности Рустама Камильевича на должности первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан входит контроль деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках реализации национальных проектов, в том числе организации межведомственного взаимодействия госорганов, задействованных в реализации одного проекта, что является основой для достижения заданных целей. В 2019 году на реализацию национальных проектов в республике направлено 27 миллиардов 400 миллионов рублей. Благодаря реализации национальных проектов построены 2 школы, продолжается строительство еще 4, построено 30 детских садов, обустроено 54 общественных пространства, развивается система сельских клубов, муниципальных библиотек, виртуальных концертных залов, спортивной инфраструктуры. Также Рустам Камильевич ведет вопросы восстановления прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. По результатам работы 3 лет введен в эксплуатацию 21 объект, более 2500 обманутых дольщиков. Оказание помощи пострадавшим вкладчикам. На сегодняшний день выплаты достигли 2 миллиардов рублей. Помощь была оказана около 7 тысяч вкладчиков. Расселение граждан из аварийного жилья. Для обеспечения граждан благоустроенным жильем за этот период введено в эксплуатацию 78 многоквартирных домов на 5592 квартиры. Обеспечение призыва на территории Республики Татарстан, организация бронированных граждан, пребывающих в запасе. Кроме того, Рустам Камильевич является председателем таких комиссий, как правительственная комиссия по профилактике правонарушений, Республиканская межведомственная рабочая группа по разработке и формированию программы «Наш двор», Республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения и уровня жизни населения, Республиканская межведомственная комиссия по охране труда, трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. За указанный период Рустам Камильевич проявил себя как руководитель, обладающий системным мышлением, умением ставить и реализовывать самые высокие задачи. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Нигматуллина Рустама Камильевича и согласовать его назначение на должность первого заместителя премьер-министра Республики Татарстан. Спасибо. Вопросов не поступило по этой кандидатуре. Я еще раз хочу по предложению комитетов поставить предложение комитетов о том, чтобы мы согласование производили тоже открытым голосованием через электронную систему голосования, так как кандидатуру премьер-министра. Кто за это предложение, прошу проголосовать.
Рустам Камильевич, у вас нет возражений, самоотвода от этого предложения? 2 слова. Самоотвод нет. Ставлю на голосование проект постановления дачи согласия на назначение президентом Республики Татарстан на должность первого заместителя председателя правительства нашей республики Нигматуллина Рустама Камильевича. Прошу проголосовать. Принимается. Давайте поздравим с этим доверием и пожелаем успехов, Рустам Камильевич. Далее, пожалуйста. Уважаемые депутаты, вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Фазлеевой Лейлы Ринатовны для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. В непосредственные обязанности Фазлеевой Лейлы Ринатовны на должности заместителя премьер-министра входит решение вопросов социальной сферы, осуществляется повышение эффективности текущей деятельности социальных служб, введение новых подходов в реализации задач, поставленных правительством Российской Федерации и Республики Татарстан. Под руководством Лейлы Ринатовны осуществляется реализация в Республике Татарстан национальных проектов демография, образование, культура, здравоохранение, направленных на повышение качества жизни граждан, обеспечение устойчивого естественного прироста, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения трудоспособного возраста, поддержки и продвижения культурных инициатив. В настоящее время Лейла Ринатовна возглавляет 28 правительственных комиссий и рабочих групп по вопросам функционирования социальной сферы и осуществляет взаимодействие с общественными организациями. По ее инициативе в республике создана единая структура социально-психологической помощи населению, основанная на межведомственном информационном взаимодействии всех субъектов профилактики и оказания психологической помощи. Также Лейла Ринатовна в ежедневном формате осуществляет работу республиканского штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Слаженные усилия и взвешенные решения позволили сдержать широкое распространение заболеваний на территории нашей республики. За время работы Фазлеева Лейла Ринатовна зарекомендовала себя как эффективный и грамотный руководитель с системным подходом в реализации поставленных задач. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Фазлеевой Лейлы Ринатовны и согласовать ее назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. Коллеги, есть вопрос, я вижу. Аминов Ильшат Юнусович, пожалуйста, ваш вопрос. Уважаемая Лейла Ринатовна, Аминов, Единая Россия. Я знаю, что в сферу вашей ответственности входит и Министерство образования. Просто хочется пожелать вам энергии, терпения, сил для защиты 2 государственных языков Республики Татарстан, полилингвального образования, а также национальных языков Республики Татарстан. Спасибо. Спасибо. Гафуров Ильшат Равкатович. Спасибо. Алексей Валерьевич, наверное, вопрос больше к вам, поскольку, когда вы перечисляли все, что входит в координацию Лейлы Ринатовны, не была озвучена программа «Национальная наука». Это, наверное, просто упущение, да? Да, это не полный доклад просто, это выступление Хорошо. короткое. То есть наука тоже здесь будет. Спасибо большое. Договорились. Ставлю на голосование подготовленный проект решения о согласовании кандидатуры Фазлеевой Лейлы Ринатовны, представленной президентом, на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. Прошу коллег проголосовать. Решение принимается единогласно. Поздравляем вас, желаем успеха. Следующая кандидатура коллега Шейх-Разиева представляет. Уважаемые депутаты, вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Шейх-Разиева Василия Габдулгаязовича на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. В рамках своих полномочий Василий Гаязович курирует межнациональные, межконфессиональные вопросы, вопросы реализации законодательства Республики Татарстан на государственных языках, а также взаимодействие с национальными общественными организациями. В 2017 году на 6-м съезде Всемирного конгресса татар он был избран председателем Национального совета Милис-Шура Всемирного конгресса татар. За период его руководства вышли на новый уровень такие мероприятия, как форумы «Деловые партнеры Татарстана», Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, Всемирный форум татарской молодежи, Федеральный и Всероссийский сельский сабантуй.
По инициативе Василия Габдулгаязовича ежегодно проводятся окружные заседания с активом татарских общественных организаций в федеральных округах Российской Федерации. С 2015 года он курирует работу по подготовке и проведению празднования столетия образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. Благодаря его деятельности налажено конструктивное взаимодействие государственных, общественных и религиозных структур, что в свою очередь позволяет нашей республике оставаться одним из социально устойчивых субъектов России. Василий Габдулгаязович является грамотным, эффективным руководителем, имеющим заслуженный авторитет в республике и за ее пределами. Уважаемые депутаты, я прошу вас поддержать кандидатуру Шахразиева Василия Габдулгаязовича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. Благодарю вас. Коллеги, вопросов нет. Могу поставить на голосование подготовленный проект решения о согласовании данной кандидатуры, которую президент представил на должность вице-премьера нашего правительства. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Решение принимается. Василий Габдулгаевич, поздравляем вас, желаем успехов. Пожалуйста, Алексей Валерьевич. Уважаемые депутаты, вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Шайхутдинова Романа Александровича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. В непосредственные обязанности Романа Александровича входят вопросы развития проекта «Иннополис». В настоящее время «Иннополис» имеет три основных направления развития. Это университет «Иннополис», особая экономическая зона «Иннополис» и город «Иннополис». В прошлом году «Иннополис» вошел в федеральную повестку развития России как один из эффективных инструментов, направленных на достижение национальных целей, определенных президентом Российской Федерации. По результатам оценки эффективности за 2019 год, проводимой Министерством экономического развития Российской Федерации, особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» показала наибольшую эффективность среди всех технико-внедренческих зон Российской Федерации. На 1 июля 2020 года инвестиции резидентов и партнеров достигли почти 24 миллиардов рублей. Налоговые отчисления – 3 миллиардов 100 миллионов рублей. Положительная динамика развития проекта достигнута при непосредственном участии Романа Александровича, который выстроил эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, госкорпорациями и институтами развития. За время работы на должности заместителя премьер-министра Республики Татарстан он зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель. Уверен, что и в дальнейшем темпы роста, динамики развития проекта «Иннополис» будут только нарастать. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Шайхутдинова Романа Александровича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан. Благодарю вас. Также вопросов не поступило. Естественно, мы очень тесно работали и с этим вице-премьером. Буду ставить на голосование решение о согласовании данной кандидатуры, представленной на должность вице-премьер-министра Республики Татарстан. Прошу проголосовать. Поздравляем, Роман Александрович. Желаем новых успехов вам, больших. Прорывное направление, которое вы ведете. Далее, пожалуйста. Вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Гафарова Шамиля Хамидовича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан. В должности руководителя аппарата Кабинета министров Шамиль Хамидович долгое время вносит большой вклад в обеспечение деятельности правительства республики и организацию контроля за выполнением принятых правительственных решений. Проделана огромная работа по установлению деловых и культурных связей правительства республики с федеральными органами государственной власти, правительственными организациями многих регионов России, а также международным сообществом. Под его руководством работали штабы по подготовке и проведению 27-х Всемирной летней универсиады 2013 года, 16-го чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, 45-го мирового чемпионата по профмастерству 2019 года. Благодаря его профессиональным качествам, проницательности, знанию положения дел на местах и в реальном секторе экономики налажено
эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, промышленных предприятий и деловых кругов республики. Шамиль Хамидович является полномочным представителем Кабинета министров в Государственном совете республики, председателем Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам, заместителем председателя правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По результатам проводимой работы снижены все основные показатели состояния аварийности, усовершенствование федерального законодательства в части лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Под непосредственным руководством Шамиля Хамидовича проведена работа по приведению водоохранных зон в нормативное состояние. Также Шамиль Хамидович осуществляет руководство межведомственной комиссии по реализации мероприятий по сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет Республики Татарстан и по реализации пилотного проекта по применению специального налогового режима в виде налога на профессиональный доход на территории Республики Татарстан. Так, с момента реализации эксперимента зарегистрировались самозанятыми более 79 тысяч жителей республики и более 8,5 тысяч жителей других регионов страны, выбравших в качестве места своей деятельности Татарстан. Шамиль Хамидович обладает богатым опытом управленца, способен решать задачи любой сложности. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Шамиля Хамидовича Гафарова и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан. Благодарю вас. Вопросов также, коллеги, нет, тем более, действительно, он контактирует с Государственным советом по поручению правительства и президента, официальный представитель от органов исполнительной власти. Мы находим многие решения в совместных дискуссиях, в совместной работе. Ставлю на голосование предложение президента о согласовании кандидатуры Гафарова Шамиля Хамитовича. Единогласно, Шамиль Хамидович, поздравляем вас, желаем новых успехов, больших успехов. Рахмет. Далее, пожалуйста. Вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Забарова Марата Азатовича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Марат Азатович имеет опыт работы в данной должности с сентября 2019 года. При активной роли Министерства сельского хозяйства и продовольствия агропромышленный комплекс республики один из ведущих в стране и входит в пятерку лидеров по объему валовой сельскохозяйственной продукции по итогам 2019 года 251 миллиард рублей. Индекс производства 103%. Марат Азатович проводит целенаправленную работу по реализации государственной политики и управлению агропромышленным комплексом республики, улучшению инвестиционного климата в сельском хозяйстве, поддержке малого и среднего бизнеса и развитию крестьянских фермерских хозяйств, финансированию инновационных программ. Несмотря на экономическую ситуацию в стране в связи с новой коронавирусной инфекцией, в республике удалось обеспечить эффективную работу системы агропромышленного комплекса и сохранить положительную динамику его развития, обеспечить продовольственную самодостаточность республики и программу импортозамещения сельскохозяйственной продукции, продолжить развитие как крупных сельскохозяйственных предприятий, так и малых форм хозяйствования в сельской местности. Марат Азатович, несомненно, пользуется большим авторитетом среди руководителей агропромышленного комплекса. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Забарова Марата Азатовича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Благодарю вас. Марат Азатовичу вопросов также нет, коллеги. Надо обязательно поддержать эту кандидатуру единогласно, поскольку в этом году успехи в сельскохозяйственном секторе экономики, особенно по зерновым, рекордные для последних лет. Заслуга в этом его немалая. Ставлю на голосование проект постановления по согласованию кандидатуры на должность вице-премьера Республики Татарстан Марата Азатовича Зябарова. Поздравляем вас, желаем больших успехов.
Вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Каримова Альберта Анваровича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Альберт Анварович на этой должности работает с декабря 2015 года, работая на должности заместителя премьер-министра, министра промышленности и торговли. Он уделяет большое внимание вопросам развития предпринимательства в республике, росту промышленного потенциала, формированию комфортного инвестиционного климата как для российских, так и иностранных компаний, сбалансированности интересов государства, бизнеса и граждан. В машиностроении и оборонно-промышленном комплексе открываются производства, выводится на рынок новая продукция, реализуются передовые проекты КАМАЗа, ПОЗИСа, разработана и утверждена программа развития нефтегазохимического комплекса республики на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года. Под руководством Альберта Анваровича актуализирована стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 2030 года. Большая работа проделана в авиастроении по возрождению производства самолетов и расширению возможностей использования наших вертолетов. Ведется серийное производство, заключены крупные контракты на перспективу. Для надежного снабжения электрической и тепловой энергией первостепенное значение имеет модернизация объектов энергосистемы и ввод новых мощностей. Успешно реализуется государственная программа развития рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы. Республика занимает лидирующие позиции по развитию рынка газомоторного топлива среди регионов Российской Федерации как по количеству заправок природным газом, так и по количеству техники на газомоторном топливе. В условиях сложной эпидемиологической обстановки Альберту Анваровичу удалось организовать производство средств индивидуальной защиты, обеспечить ими население республики, а также предотвратить возможные необратимые последствия для отраслей промышленности и торговли. Под руководством Альберта Анваровича проведена большая работа по включению предприятий республики в перечень системообразующих организаций в целях получения федеральных мер поддержки. На текущий момент в данный перечень вошли 45 республиканских предприятий. В рамках поддержки системообразующих организаций промышленные предприятия республики получили свыше 5 миллиардов рублей. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Каримова Альберта Анваровича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Спасибо, Алексей Валерьевич. Каримов Альберт Анварович, полную характеристику премьер-министром дана. Я думаю, она будет поддержана. Ставлю на голосование проект постановления о даче согласия на назначение вице-премьером правительства Республики Альберта Анваровича Каримова. Прошу проголосовать. Единогласно. Поздравляем вас, желаем больших успехов. Вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Шагиахметова Мидхата Равкатовича для назначения на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра экономики Республики Татарстан. На должности министра экономики Мидхат Равкатович работает с февраля 2020 года. До этого он уже возглавлял это ведомство с 2010 по 2014 годы. Он имеет богатый опыт финансово-экономической деятельности с комплексным и системным мышлением. В непростых условиях текущего года в Татарстане не допущено резкого спада в экономике, сохранен уровень жизни татарстанцев, и в этом немалая заслуга Министерства экономики Республики под руководством Мидхата Равкатовича. В сжатые сроки был разработан план оперативных антикризисных мер по поддержке реального сектора, малого и среднего предпринимательства, населения республики, который в настоящее время успешно реализовывается. При этом стратегической целью остается обеспечение роста валового регионального продукта Республики Татарстан в объеме свыше 5 триллионов рублей к 2030 году. Задача амбициозна, но выполнима. Решить это помогут действенные меры по пересмотру системы координации при разработке и реализации стратегических планов социально-экономического развития республики. Здесь требуется комплексное видение развития государственного управления и реального сектора экономики, совершенствование регуляторной среды. При определении приоритетов развития должен учитываться и баланс территорий,
в том числе при формировании, например, республиканских программ по строительству и ремонту. Выбор должен стать результатом детального анализа потенциала территорий с учетом перспектив развития в условиях рационального расходования имеющихся ресурсов. Актуальным направлением остается выполнение обязательств по территориям опережающего социально-экономического развития, требует активизации работы по заполняемости резидентами промышленных парков. Также важно обеспечить эффективность деятельности инженеринговых центров и центров прототипирования, в создание которых были вложены немалые средства. Особого внимания требует координация деятельности исполнительных органов государственной власти республики по реализации региональных составляющих национальных проектов. Кроме того, Министерству экономики переданы функции Комитета по социально-экономическому мониторингу, что позволит повысить эффективность мониторинга ситуации как в отраслях, так и в муниципальных образованиях республики для принятия оперативных управленческих решений. Уважаемые депутаты, задач и вопросов много, все они требуют серьезной координации. С учетом этого президентом республики принято решение, что министр экономики будет осуществлять свою деятельность в статусе заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра экономики Республики Татарстан. Я уверен, что опыт и знания Мидхата Равкатовича позволят ему выполнить все поставленные задачи. Я прошу поддержать кандидатуру Шагиахметова Мидхата Равкатовича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра экономики Республики Татарстан. Спасибо. Вопросов также не поступило, коллеги, но вы понимаете, что это межотраслевой министр в ранге вице-премьера, должен координировать всю экономическую составляющую работы правительства республики. Прошу поддержать эту кандидатуру. Шагиахметов Мидхат Равкатович. Кто за? Единогласно. Мидхат Равкатович, поздравляем вас. Желаем успеха. Далее, пожалуйста, Алексей Валерьевич. Уважаемые депутаты, вношу на согласование Государственного совета Республики Татарстан кандидатуру Ахметшина Равиля Калимуловича на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации. Впервые эту должность Равиль Калимулович назначен в октябре 2013 года. За годы работы полномочным представителем в Российской Федерации он внес большой вклад в укрепление экономического, общественно-политического потенциала Республики Татарстан как на всероссийском, так и на международном уровне. Под руководством Равиля Калимуловича представительством обеспечивается взаимодействие органов государственной власти Республики Татарстан с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти города Москвы и Московской области по вопросам, представляющим интерес для Республики Татарстан. В российской столице масштабно проходят ежегодные дни культуры Татарстана, регулярно проводятся различные культурные мероприятия, выставки, концерты, вечера памяти, презентации. Равиль Калимулович активно участвует в работе Координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы. Особое внимание в своей деятельности он уделяет сохранению традиций, исторического и культурного наследия, уважению и межконфессиональной толерантности народов Российской Федерации, развитию культурных связей с государствами ближнего и дальнего зарубежья. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать кандидатуру Ахметшина Равиля Калимуловича и согласовать его назначение на должность заместителя премьер-министра Республики Татарстан, полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации. Благодарю вас. Вот он здесь, Равиль Калимулович, действительно большую работу в Москве проводит по объединению усилий всех министерств и ведомств, оказанию содействия в решении задач по поручению президента, по поручению премьер-министра. Ну, главная задача все татар Москвы объединить, значит, для согласованного взаимодействия с Конгрессом татар, значит, нашей республики, чтобы было очень понимание, дружба и согласие в работе. Ставлю на голосование подготовленный проект решения о согласовании кандидатуры Ахметшина Равиля Калимуловича. Равиль Калимулович, единогласно. Ушлар Талибес, Хазмята Визда. Успехов вам! Алексей Валерьевич, благодарю за полную характеристику представленных кандидатур президентом для согласования. Да, пожалуйста, Рустам Нургалиевич просит слово. Вам Уважаемый Фарид Харулович, уважаемые депутаты.
депутаты, хурматлы депутатлар. Хочу выразить слова искренней благодарности. Я же еще президент там 3 часа или сколько прошло? Больше уже. Да, уже вот с вашей стороны такая мощная поддержка и премьер-министра, и вице-премьеров. Я уверен, что вот уже первый шаг очень правильный, что мы в одной лодке и будем работать, несмотря даже к какой партии кто относится, мы должны работать во благо нашей республики, его жителей, во благо того, чтобы наша страна, Российская Федерация, была сильной, мощной. Поэтому искренние слова благодарности. Бик зур рахмат хаммагызга да исен сау болыңыз, матур эшләгез. Безнең яктан да нинди мәсьәләләр булыр, бергә хәл итәрбез. Рахмат сезгә. Бик Спасибо. зур рахмат. Коллеги, мы завершили обсуждение вопросов повестки дня. Короткое объявление есть. В четверг, 24 сентября, в 10 часов в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится очередное 14-е заседание Государственного Совета с повесткой дня. Ежегодное послание президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики. Кроме того, планируется проведение 15-го заседания в этот же день, в 12 часов 24 сентября в зале заседаний Государственного Совета. Прошу всех депутатов знать об этом и обязательно принять участие. Членов Президиума Государственного Совета и председателей комитетов через 10 минут подняться прошу в зал заседания Президиума Государственного Совета. Нам необходимо рассмотреть вопросы очередного заседания. Хочу поблагодарить всех участников, которые участвовали в этой большой и очень важной работе по формированию правительства нашей республики. И я тоже с радостью хочу сказать, Рустам Нургалиевич, что мы с правительством на одном дыхании во всех вопросах решаем задачи вместе. Быть активными, быть друг другу поддержкой – залог наших успехов в этом. Повестка дня 13-го заседания Государственного Совета рассмотрена полностью. Предложение вношу закрыть заседание. Прошу проголосовать. Тринадцатое заседание Государственного Совета Республики Татарстан объявляю закрытым.
Бекзур Рахмет и Сенцовалығыз. Всего доброго, до свидания.